Одним из приоритетов в работе правительства – обеспечение граждан качественной дорогой. Но не всегда соответствующие ведомства справляются с поставленной задачей. Вот и на этот раз. После осмотра трассы глава правительства жестко раскритиковал работу Госдирекции автодороги Бишкек-Ош за срыв ранее обозначенных сроков ремонта. Вы мне говорили, что начнете работу 30 мая, а начали когда? Оправдывались тем, что идут дожди, что земля холодная. В августе уже наступят холода. Тогда начнете говорить, что опять холодно. Вы понимаете, что люди жалуются? Я главе Госдирекции говорил, чтобы скорее закончил. Прошло 45 дней, а вы смогли заасфальтировать всего 2 с лишним километра. Уволить надо за такую халатность и непрофессионализм. Надо ставить тех, кто действительно работает. Деньги ведь есть, все средства нужные имеются. Даже если погода не позволяла вести работу днем, их следовало продолжить в ночное время. На сегодня асфальт уложен на 2,5 километрах. Всего по плану будет заасфальтирован участок протяженностью 12 километров. С финансированием проблем нет. На эти цели выделено 98 миллионов сомов. Причина разрушения дорог, значит, это давно нужно было уже произвести капитальный ремонт, средний ремонт. Своевременно эти работы не было проделано. Тем более климатические условия здесь очень суровые. Это во-вторых. А в-третьих, это увеличение вот как раз большегрузных транспортов. И вот эти три фактора очень повлияли вот на разрушение, быстрое разрушение вот этих трасс. Премьер Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог в срок до 15 августа закончить ремонт на этом участке автодороги. В случае, если это поручение не будет выполнено, ответственные руководители также будут наказаны в рамках действующего законодательства. Продолжая тему дорог, стоит отметить, что ведутся ремонтные работы внутренних дорог почти во всех регионах. Вот, к примеру, в Токтогуле завершает асфальтирование центральных улиц. На улицах Суиркулова и Аширова работы практически завершаются. Жээнбеков, осмотрев участок, подчеркнул, что правительством и дальше будет продолжена посильная работа по улучшению дорожного покрытия по всей стране, чтобы всем жителям обеспечить удобство перемещения. Для этого необходимые средства выделяются своевременно. Диана Мамекова, Эльдар Асанбаев, Общественный первый канал, Джалалабадская область.